خفافيش الظلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Мы разобрали с вами свидетельство «Ля иляха илlallah», поговорили о доводе на это свидетельство из Корана и сура Аль-Имран, затем разобрали значение свидетельства «Ля иляха илlallah», затем разобрали с вами неправильные тафсиры, неправильные варианты понимания «Ля иляха илlallah», которые распространены, к сожалению, среди многих мусульман. Объяснили, почему неправильно так толковать «Ля иляха илlallah», потом были приведены доводы из Корана на вот то толкование, которое мы сказали, «Ля иляха илlallah». Вторая часть свидетельства, или вторая часть первого рукна, первого столпа ислама, это свидетельство Мухаммаду Расулуллах. Мухаммад – посланник Аллаха. И автор приводит здесь также доказательства на это свидетельство Мухаммаду Расулуллах. Это слова Аллаха Субхану ва Тааля из Корана, слова Всевышнего: «Лакад джаакум расулу мин анфусикум азизун алейхи ма анитtum харисун алейкум биль му'минина рауфур рахим». К вам явился посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Харисун алейкум. Он старается для вас, и он добр, милосерден к верующим. Вот это вот доказательство на то, что Мухаммаду Расулуллах, «Лакад джаакум расулу мин анфусикум», пришел к вам посланник из вас самих, из вашей среды. Это доказательство. Смысл этого аята, который автор привел в качестве довода: «Лакад джаакум расулу мин анфусикум». «Лакад джаакум расулу мин анфусикум». Аят из какой суры? Тауба. Сура Тауба. «Лакад джаакум». Вот это вот «лакад» в начале аята. Когда вы видите «лакад», это означает, что там есть клятва. Эта клятва не произносится, но клятва подразумевается, если есть «лакад». То есть, словно бы перед этими словами есть что? Клятва сказано «валлахи», как будто вы говорите «валлахи», клянусь Аллахом. «Лакад джаакум», поистине, несомненно, пришел к вам посланник. То есть, Аллах Субхану ва Тааля здесь упоминает 3 оборота подтверждения, утверждения, чтобы не было никаких сомнений ни у кого. Это клятва подкреплено, это утверждение, что пришел посланник. Чем подкреплено? Клятвой. Она подразумевается, несомненно, перед лякад. Хорошо. Потом частица лякад, ля, вот эта частица ля, она частица утверждения. То есть, когда человек говорит с этой частицей, то речь становится какой? Более убедительной, подтвержденной, твердой. Хорошо? И кад, ля кад, это тоже частица утверждения, подтверждения, усиления смысла. То есть, вне всякого сомнения, клянусь, несомненно, вне всякого сомнения пришел к вам посланник. Мин анфусикум, из вашей среды, то есть из числа людей. По милости Аллаха, он не из числа ангелов. Как просили многобожники, чтобы посланник был из числа ангелов. Если посланник был из числа ангелов, то как бы они учились у него, как поклоняться Аллаху, как жить согласно религии Аллаха Субхану ва Тааля. Если пришел человек, подобный тебе, то он для тебя пример. Ты от него сможешь взять, как тебе жить. А если это будет ангел, существо совершенно другой природы, то как ты будешь учиться у него? Так из вас, из вашей среды, из людей. Азизун алейхи ма аниттум. Его тяготит то, что доставляет вам муки и тяготы. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, такой был. Милостивый к людям, сочувствующий к ним. Ему тягостно то, из-за чего люди страдают, что тяготит людей. Харисун алейкум. Он старается для вас. Он старается для вас. То есть для того, чтобы вы встали на правильный путь и чтобы вы спаслись. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не упустил ничего, представьте, ничего из того, что приближает людей к Аллаху Субхану ва Тааля. Обязательно об этом сообщил и обязательно это приказал, а самое главное из того, что приближает людей к Аллаху Субхану ва Тааля, это что? Это таухид. Пророк саллаллаху сообщил о нем, он приказал его. И пророк саллаллаху не упустил ничего, что отдаляет людей от Аллаха Субхану ва Тааля, обрекает людей на кару Аллаха Субхану ва Тааля, обязательно сообщил об этом и запретил это
саллаллаху алейхи вассалям. И самое главное из этого, из того, что отдаляет от Аллаха, что запрещено было пророком алейхиссалату вассалям, это ширк. Итак, это доказательство на то, что Мухаммад Расулуллах, на это свидетельство из Корана. «Лякад джаакум расулю мин анфусикум». Клянусь, несомненно, явился к вам посланник, говорит Всевышний Аллах. Подтверждаю, что Мухаммад посланник Аллаха. Далее, по той же схеме. Далее автор, когда разбирали свидетельство «Ля иляха илля-Аллах», после этого, после доказательства, что упомянул, о чем говорил, разъяснял значение «Ля иляха илля-Аллах». Также и здесь значение «Мухаммаду Расулуллах». Значение Мухаммаду Расулуллах. Мухаммад – посланник Аллаха, которого нельзя обвинять во лжи или подозревать во лжи. То есть безоговорочно нужно верить, и в то же время это раб Аллаха, которому нельзя поклоняться. Еще раз. Это раб Аллаха, которому нельзя поклоняться, это посланник, которому нельзя не верить. Мухаммаду Расулуллах. И вытекает из этого, ты подтверждаешь, что Мухаммад Расулуллах, ты свидетельствуешь об этом. Свидетельство, мы говорили, непременно две вещи должно включать. Что, какие две вещи? Свидетельство, слово просто свидетельство. Если о чем-то ты свидетельствуешь, не ля иля Аллах свидетельство, а вообще свидетельство. Да. Убеждение в сердце и подтверждение это языком. Это тогда называется шахада. Вот если ты свидетельствуешь, что Мухаммад Расулуллах, то это подразумевать должно обязательно 4 вещи, которые нужно запомнить. 4 вещи обязательно должно из этого вытекать. Первое. Если ты свидетельствуешь, что Мухаммад Расулуллах, ты должен подчиняться его приказам. Автор говорит. Свидетельство оно подразумевает 4 вещи. И говорит, первое, что заключается оно в чем? Подчинение его приказу. Приказу Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Ты подчиняешься ему во всех его повелениях. Во всех его повелениях. Потому что подчинение посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи Мухаммаду, это подчинение Аллаху. Подчиняясь Мухаммаду, ты подчиняешься Аллаху. Потому что Аллах субхану ва тааля говорит в Коране: «Мэй ютайя расуль факад атаа Аллах». Кто подчиняется посланнику, тот несомненно подчинился Аллаху. Подчинение посланнику – это подчинение твоему Создателю. Потому что он посланник этого Создателя, принесший, донесший от него его волю, его святую волю. В другом аяте скажи, о Мухаммад, людям, если вы любите Аллаха, а все утверждают, что они любят Аллаха, и христиане утверждают, что они любят Аллаха, иудеи утверждают. Так вот, если вы любите Аллаха, тогда последуйте за мной. Юхбибкум Аллах. И тогда возлюбит вас Аллах. Утверждать, что ты любишь Аллаха, не это цель. Цель доказать это и получить любовь Аллаха субхану ва тааля. Через что? Через следование Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Итак, первое, что должно вытекать и что должно заключать в себе свидетельство Мухаммада Расулуллах, что это? Подчинение его приказам, его повелениям. Второе это убежденная вера во все, о чем он сообщил. Убежденная вера во все, о чем он сообщил. То есть, если дошло что-то достоверно от пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, с каких-то сообщений, ты безоговорочно должен верить в это. Безоговорочно, без всяких сомнений. Тогда это вера. Тогда ты действительно считаешься засвидетельствовавшим, что Мухаммад Расулуллах. Ты должен быть убежден в тех вещах, которые относятся к сокровенному знанию, о которых сообщил Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, о которых поведал Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, если что-то относится к ильмуль гайб, к сокровенному. Ты это не видишь. Ты это никогда не видел. Но Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сообщил об этом, то, что относится к сокровенному знанию, к сокровенному миру, поведал об этом, безоговорочно должен быть убежденным в этом. Например, пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Сатафтарик уммати иля саласу сабина фирка». Моя умма разделится на 73 группы. Ты можешь сомневаться в этом? Нет. Безоговорочно должен верить, что да, эта умма разделится на 73 группы. Да, что произойдет вот этот вот раскол, и все эти группы будут в огне, кроме одной, та, которая на том стоит, на чем был Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и его сподвижники. Или пророк алейхиссалату вассалям говорит:
в достоверном хадисе: «Ля якунанна мин уммати аквам ястахиллуна аль-хирра валь-харира валь-хамра валь-маазиф». Непременно появятся в моей умме такие люди, которые будут считать, объявлять дозволенными прелюбодеяния, аль-хир, шелк, харир, вино, аль-хамр, валь-маазиф, музыкальные инструменты. Будут называть, объявлять музыку, музыкальные инструменты дозволенными. Что мы говорим относительно всего этого? Мы говорим «Аманна васаддакна васалламна». Вот это наши слова. «Аманна васалламна васаддакна». «Аманна» – уверовали, «саддакна» – подтверждаем это, убеждены, «салламна» – предаемся. Безоговорочно. Так, это второе, что должно подразумевать свидетельство Мухаммада Расулуллах. Что? Верить безоговорочно во все, о чем сообщил Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Третье что? Иджтинабу ма'анху наха ва заджар. Отдаление от всего, что он запретил и от чего он удержал. Если что-то запретил Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, от чего ты удержал, отдались от этого. Если ты говоришь Мухаммаду Расулуллах. Посмотрите, иджтинаб. Автор говорит иджтинаб. Это слово иджтинаб происходит от какого слова? От слова джаниб, сторона. То есть он использовал, автор здесь такое яркое, наиболее выражающее этот отказ от запретного слова иджтинаб. Слово джаниб оно происходит. Что это значит? Это значит, что ты должен быть в одной стороне, мы все должны быть в одной стороне, а то, что запретил Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, совершенно в другой стороне. Это в одной стороне, мы в другой. Не вместе никак. Иджтинаб. Не просто сказано оставить, а отдалиться совершенно. Это в одной стороне, мы в другой. И четвертое что? Что подразумевает Мухаммаду Расулуллах? Поклонение Аллаху только так, как Он научил. Только так, как Он установил. То есть не поклоняйся никак, если это не соответствует сунне. Только в соответствии с его сунной, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот эти слова автора, это опровержение кому? Вот этим вот сторонникам бидатов, которые вносят в религию то, что не относится к этой религии. Всякие виды поклонений, формы поклонения, не соответствующие сунне Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Это 4 вещи, которые обязательно должны заключаться в свидетельстве Мухаммада Расулуллах. Свидетельствуешь Мухаммада Расулуллах, у тебя должны быть эти 4 вещи. Какие 4 вещи? Кто-то один. Без взглядов в листочек. Без взгляда в листочек. Кто? 4. Первое – это подчинение приказам посланника Аллаха. Безоговорочно подчиняться приказам. Второе – вера в то, все то, что Он сообщил нам. Безоговорочно вера во все, что Он сообщил. Третье – это отдаление от того, что Он запретил или от чего Он удерживал. И последнее Провержение аль-бида. Да. И поклоняться Аллаху только так, как Он показал нам примером своим. Только так, как Он установил. Да. Итак, мы разобрали с вами первый столб ислама. Это шахада, свидетельство. Свидетельство состоит, мы сказали, из 2 свидетельств. Свидетельство ля иляха илля Аллах, свидетельство Мухаммаду Расулуллах.